Скажу сразу, я не хотел эту тему затрагивать, но я очень долго за этим наблюдал. И знаете, что сегодня происходит в Абхазии, а именно вопроса 90-х годов, это превращается в какой-то абсурд, в то, чего действительно никогда не было. И именно что я хочу сказать. Сегодня люди, находясь в Абхазии, говорят о том, а именно мои ровесники, которые никогда не видели этот конфликт, которые родились после вот этого конфликта, то есть после войны. Они сегодня чуть ли не во все горло, там, я не знаю, не на весь мир кричат, что да, мы воевали, мы участвовали, чуть ли там, не знаю, не на передовой стояли, голыми руками напротив на бронетехнику не кидались. Хотя мы все прекрасно знаем, что это нереально. Если ты родился после 93-го года, ты никак не мог в этом принимать участие. Но что я хочу конкретно этим сказать? Почему я заговорил об этом? Мне очень часто и очень давно поступают подобные комментарии с лозунгом «мы можем повторить». Или там «грузины забыли, как это было, забыли, как вы убегали, хотите, мы к вам придем». И я даже вот несколько комментариев таких выделил, вы можете их сами наглядно прочитать. Но давайте будем откровенны. На самом деле никто ничего не повторит и никуда не придет. Это просто нереально, ну не сможете. Вот это я говорю тем людям, кто вот это ересь мне сюда пишет. Следующий момент. Следующий момент заключается в том, что люди, которые это пишут, я не знаю, кто это. Это может быть там, я не знаю, со стороны российской пропаганды, это может быть со стороны так называемой абхазской власти, там какие-то пропагандисты это пишут. Но люди, которые это все пишут, они просто элементарные факты понимают. То есть своей головой они понимают, что в Абхазии есть российские военные базы. И в случае чего, не дай, конечно, бог, вооруженные силы Грузии будут сталкиваться с российскими вооруженными силами, а никак не с Абхазией и не с абхазским народом. Это первое. А второе, что самое также немаловажно, если бы сегодня там не было бы этих баз, да, российских, ни одного такого бы комментария не последовало. Почему это, ну, это абсурд, понимаете? Нету, во-первых, ни ресурса в Абхазии для такого, а регулярная армия там сколько там, 1000-2000, и то, наверное, ну, половина дома сидят. Военной техники тоже никакой нету. А если какая-то есть, это там, что русские дают, наверное, и то, что уже давно под списание пошло, там надо, я не знаю, чинить, что-то делать, самим восстанавливать. Просто элементарно, зачем такой, ну, бред, такую ересь писать? Что мы можем повторить, мы можем куда-то прийти? Что, чтобы опять женщины плакали, мамы без детей оставались, я не знаю, чтобы парней молодых хранили? Это вы можете повторить. Почему сегодня вся идеология Абхазии строится на войне? Почему сегодня нету идеологии, то есть никто не создает такой маршрутный путевой лист, даже если взять вот эту же, так скажем, неосознанную власть, которая есть в Абхазии, почему они сегодня не создают ничего хорошего? Они не говорят о будущем. Заметьте, никто не говорит о будущем детей абхазских, там, не знаю, парней, женщин, никто. Все говорят только о войне и какие грузины плохие, и мы можем повторить. По факту что? Ничего никто не может повторить. То, что было, это было не с нами напрямую связано. Это все было, я уже много раз об этом говорил, это все было просто сшито для того, чтобы нас разъединить. Поэтому оставьте вот эти свои комментарии. И если кто-то на самом деле что-то может сделать, он бы уже давно сделал.